Даже небо голубее в пятницу, и все люди веселее в пятницу. День бежит в 100 раз быстрее в пятницу. Мы спокойнее и бодрее в пятницу. Доброе, бодрое утро, дорогие друзья. Возможно, сегодня небо не совсем голубое, и раскаты грома помешали многим из вас выспаться, но мы приветствуем всех наших утренних телезрителей на телеканале Якутия-24. На часах у нас 7:00, а это значит, в ближайший час в прямом эфире с вами буду я, Дарья Анкехова, ну и, конечно, наша большая дружная команда подготовила много интересной информации. Это последние новости, наши полезные рубрики и, конечно же, интересные гости. Поэтому просыпаемся, собираемся с мыслями, с силами, ну и вперед, покорять новые вершины. Ну и, конечно, главный вопрос на сегодняшнее утро – какая же у нас погода за окном? В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 19 градусов. В заречной группе 21-28 выше 0. В южных 16-21 со знаком плюс. В Вилюйской группе 18-26, в нижних 16-19, в западных 18-26. В Колыме-Дигирской группе улусов 12-29, Янских до плюс 31. На северо-западе 20-23 градуса тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 19 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 24 градусов. Ну а сейчас, конечно же, после вот такого небольшого анонса по поводу нашей погоды за окном, необходимо, я думаю, перейти к нашему новостному блоку, ведь наши коллеги подготовили всю последнюю информацию. Ну и, конечно, что как не хорошие новости могут поднять нас с кровати. Последние новости к этому часу. Глава республики заверил, что все жители, пострадавшие во время сильного паводка, получат помощь. По поручению Айсена Николаева в Имяконском районе будет работать правительственная группа. После спада воды власти займутся оценкой ущерба. В Момском, Тампонском и Абыйском районах также задействованы все необходимые силы и средства. Развернуты пункты временного размещения, подготовлены резервы топлива, продуктов, медикаментов. На местах работают спасатели МЧС и Республиканской службы спасения. В пострадавшие районы вылетели дополнительные силы и доставлены грузы для первоочередного обеспечения населения, написал в своем телеграм-канале Айсен Николаев. Также в Имяконский район выполняются рейсы с гуманитарной помощью. Из ушедших под воду территории эвакуировано 110 человек. Рейсом из поселка Уснера до села Имякон перевезено более 2 тонн груза материального резерва. Индивидуальный рацион питания, палатки, переносная кухня, тепловые пушки, мотопомпы, фильтры, генераторы, лодки и бензопилы. В пунктах временного размещения находятся 33 человека, из них 16 детей. В детском саду Сардана Амгинского наслега идет капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация дошкольных систем образования». Общая стоимость ремонтных работ составляет 40 миллионов рублей. Подрядная организация проведет ряд ремонтных работ по замене отопления, электропроводки, стен, потолков и кровли. Затем работники планируют перейти к ремонту фасада. Работники намерены сдать работу к началу учебного сезона. По этой же программе в прошлые годы была отремонтирована Булугурская средняя общеобразовательная школа. Также в 2027 планируется ремонт в Чекырской СОЖ. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 40%. Работники на объекте все работают, материал имеется. По контракту срок завершения работ был установлен на 15 августа, однако в ходе производства работ были выявлены ряд незапланированных дополнительных работ. В связи с этим срок у нас немножко передвинется, однако к началу нового учебного года обязательно все работы будут завершены.
Подходит к концу первый этап стажировки участников кадровой программы «Якутия. Земля героев». У Николая Соловьева наставником стал министр по делам гражданской обороны и обеспечению жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков. За 3 недели в министерстве Николай узнал много нового о работе, погрузился в те аспекты, которые обычно скрыты от всеобщего обозрения. Деятельность министерства очень разнообразна. Помимо прочего, специалисты занимаются вопросами дополнительного снабжения бойцов на спецвоенной операции и организации жизнедеятельности беженцев, которые приехали в республику из Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня значимость гражданской обороны она очень увеличена, функций очень много добавилось, полномочий очень много добавилось, и значимость такого дела, да, я думаю, что благодаря Дмитрию Николаевичу вот это все реализовывается. На сегодняшний день мы все прекрасно знаем, что у нас затопило Аймяконский район. На сегодняшний день наше министерство там тоже непосредственно этим занимается. В Усть-Алданском Улусе чествовали выпускников школ, завершивших обучение со знаком отличия. Всего в этом году по Улусу насчитывается 270 выпускников, из них 26 отмечены золотой и серебряной медалями. Во время церемонии награждения прозвучали слова благодарности родителям и педагогам, которые прошли непростой школьный путь вместе с выпускниками. За 11 лет учебы ребята показали свои умения, знания. И сегодня для наших выпускников очень такой волнительный день. Действительно, они это заслужили. И я думаю, что наши выпускники, которые получили медали, золотые, серебряные медали, они подтвердили все это по результатам единого государственного экзамена. И выпускникам желаю, чтобы они поступили в заветное учебное заведение. Сегодня 17 июля, и по народному календарю сегодня ни в коем случае нельзя заниматься финансовыми операциями, давать или брать в долг. Считалось, что деньги в этот день тяжелые и принесут вам убыток. Берем на заметку, а вот чем еще отметился этот день в календаре, узнаем далее. На календаре 18 июля – день создания органов государственного пожарного надзора в России, Международный день Нельсона Манделы. По народному календарю Афанасиев день, месяцев праздник. На Руси на Афанасия отмечали месяцев праздник, вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц играет в небе. Перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая игра предвещала хороший урожай, и если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится. Этот день в истории. 1334 год. Начато строительство колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. 1870 год. Принят догмат о непогрешимости, безошибочности Папы Римского. 1985. Создан первый Тетрис. В этот день родились 1635 год. Роберт Гук, английский ученый, естествоиспытатель и изобретатель. 1853. Хенрик Лоренц, нидерландский физик-теоретик, нобелевский лауреат. 1871 год. Родился Джакомо Балла, итальянский художник, один из основателей футуризма. 1895 год. Ольга Списивцева, русская балерина. 1909 год. Андрей Громыко, советский государственный и политический деятель, дипломат. 1918. Нельсон Мандела, южноафриканский политик, президент ЮАР, нобелевский лауреат. 1931 год. Родился Юрий Мазурок, советский оперный певец, баритон, народный артист СССР. Именины сегодня отмечают Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей и Степан.
Мы продолжаем наш утренний эфир. И прямо сейчас наша любимая Якутия находится в эпицентре больших интеллектуальных событий мирового уровня. Это два мероприятия. Об этих престижных событиях сегодня мы поговорим с нашими утренними гостями. Объединяет их всех одно – это Малая академия наук Якутии. Сегодня у нас в студии Василий Климович Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, а также Давид Зорин, ученик уже 10 класса Сунтарского политехнического лицея-интерната, участник международной конференции. Доброе утро. Доброе утро. Василий Климович, первый вопрос, конечно же, будет адресован вам. Да? Расскажите немного про эти два знаковых события в мире, так сказать, интеллектуальной жизни нашей республики. Чем они отличаются и в чем их значимость? Да, мы каждое лето проводим самые такие интересные мероприятия международного уровня. Это, во-первых, мы в этом году провели 36-й раз Международную олимпиаду Туймада. Это очень престижная, во всем мире известная олимпиада по математике, физике, химии и информатике. Приняли участие дети из разных стран, всегда высокий уровень вопросов, ответов и участников. Соответственно, принимали участие дети, которые принимают участие в международных олимпиадах. Это такой очень высокий уровень. А второе – это так называемый Science Fair. И Якутия International Science Fair – это якутская международная выставка конкурсов научных проектов школьников. И мы 6-й раз его проводим, хотим его сделать очень тоже престижной. И в результате того, что по итогам у нас выясняются такие победители. Вот сейчас у нас Давид Зорин, который получил сразу после этого 3 приглашения на известные международные конференции. Это очень престижная китайская конференция Кастекс международная и также Азиатско-Тихоокеанская конференция, которая тоже будет проходить в Китае, и так называемый летний лагерь нобелевских лауреатов в Таиланде, в который тоже он получил приглашение. Как раз 21 июля он полетит как раз в Китай, а потом в Таиланд. Вот так. Теперь непосредственно переходим к этому герою. Да, Давид, доброе утро. Здравствуйте. Ты являешься участником большой международной конференции. Да? Уже за тебя сказал Василий Климович, и у тебя аж 3 приглашения. Да, для ребят, наверное, сейчас многим будет интересно. Расскажи, каким проектом ты удивил вообще комиссию, да, кто тебя принимал, да, и вообще каким исследованием ты занимался, ведь ты представляешь Сунтарский область. Спасибо большое за вопрос. Я занимался очисткой озера Тумускан, которое находится в центре моего села Сунтар. Оно является очень грязным. Я использовал метод индекса Майера, чтобы определить, насколько оно загрязнено. Я разговаривал с разными людьми, искал методы, сделал свои исследования, выяснил, как очистить это озеро, что нужно для этого сделать, и сделал проект, рассказывал его, и так получилось. И так получилось, что тебя оценили, твою работу, да? Очень интересно, да? Конечно, здесь сразу возникает вопрос. Тебе принадлежит идея или все-таки здесь помогли тебе руководители проекта, да? Кто работал с тобой? Идея принадлежит 3 людям. Мне, моему учителю биологии Прокопьевой Диане Маяновне. Я ей очень сильно благодарен за то, что она взялась за меня, дала мне поддержку, и моей маме. Она прошла со мной весь путь, с 1 класса начиная, у нас было много проектов. Мы вместе очень много работали над этим проектом. И так как я живу на берегу этого озера, эта проблема касалась нас всех. Как здорово, да? Тебе очень повезло. То есть мама в тебе увидела потенциал твой, да, видимо, такого хорошего ораторского искусства. Преподаватель, видимо, решил передать тебе какие-то свои знания. И, в общем, все вот так сложилось, да? Здорово. Василий Климович, вернемся вновь к Олимпиаде, о которой мы уже поговорили, да? Но, получается, это звезды точных наук, да? Как мы знаем, что в ней участвовали, вы уже сказали, очень много ребят из других стран, да? Это и Сальвадор, да, и Пуэрто-Рико, да, если я не ошибаюсь, Арабские Эмираты. Как удалось охватить столько много стран? Действительно, наша Science Fair, конференция, которую мы проводим, она действительно стала очень популярной. Мне понравилось, как сейчас новые технологии мы используем. Используем это для того, чтобы как раз расширить географию наших участников. Был такой момент очень трогательный, интересный. Ребята из Газы, это Палестина, да, так сказать, которые сейчас в очень тяжелом состоянии, они долго готовились к нашей конференции, когда так обрадовались, когда были отобраны, и в конце концов один из них сумел таки выйти к нам на связь, используя солнечные батареи, свой маленький телефон, и это было замечательно.
просто. То есть онлайн тоже можно было? Онлайн тоже можно было, да, так сказать. У нас принимали участие дети из Ирана, да, так сказать. Это вот мы очень благодарны им, да, так сказать, что несмотря на все трудности, тоже они смогли принять участие. Ну и очень много ребят из других стран мира, особенно, например, Эль-Сальвадор, да, так сказать, такая далекая страна, но дети смогли принять участие. Много индусов, индейских у нас было детей, да, так сказать, из Индонезии, огромная страна. Ну, поэтому получилось очень интересно. Ну а какая атмосфера царила на конференции, да, что больше всего тебя впечатлило? И, может быть, какой-то проект тебя прям вот, ну, удивил? Атмосфера там в основном царит дружеская, ведь мы даже не считаем нас какими-то соперниками. Мы скорее просто люди, которым интересно заниматься своим делом. Очень интересно наблюдать за проектами других людей, рассматривать их, изучать, как они презентуют. Это очень интересное дело. Есть несколько проектов, которые меня впечатлили. Ну, Там например? про бизонов, их историю, как они жили, как их сейчас воссоздают, чтобы вид не исчез. Про волков, как их изучали древних и современных. Ну, вот такие вот, например. И очень интересно, да? Но, Василий Климович, а вообще как Малая академия наук вот, помогает талантливым школьникам, вот, допустим, как Давид, да, из районов различных нашей республики, да, принять участие в подобных международных событиях? Да, мы работаем с каждой школой, где есть талантливые наши дети. Они активно принимают участие в различных мероприятиях Малой академии наук. Их в год получается 260 различных. Это как раз касается вот научно таких исследовательских, проектных работ. И каждый ребенок, который у нас обучающийся, получивший известность у себя дома в районе, да, так сказать, мы его, значит, обязательно рассматриваем научной работой и помогаем с консультациями, помогаем им с тем, что находим для него научного руководителя уже в нашей Академии наук, Сибирском отделении и в Республиканской академии, и также в нашем Северо-Восточном федеральном университете. В дальнейшем они могут, значит, с ними общаться и дальше развивать их проекты. Это уже такой высокий уровень научный. То есть изначально все должно идти с родной школы, правильно? Естественно, дело в том, что в каждой школе, да, должен быть круг единомышленников, которые созданы вместе, собираются в виде клуба. Рекомендуем всем школам открывать научные клубы. Это очень важно. Да. Ну а уже далее вы приметите, и, соответственно, возможность ребятам выйти на международный уровень уже будет через вас, правильно? Наука-то не делается одним человеком, да, так сказать, всегда должны быть помощники, вместе общаться, обмениваться идеями, тогда получаются открытия. Давид, и вопрос последний к тебе будет. Планируешь ли ты связать свою будущую жизнь с наукой? Конечно, я планирую связать свою будущую жизнь с наукой. Я этим занимался с детства, заинтересовался и до сих пор заинтересован, и думаю, и уверен, что я буду заинтересован также и дальше. Ну, мы желаем тебе, конечно, успехов. Для начала съезди в лагерь в Таиланд, отдохни, пообщайся с новыми ребятами. Может быть, там какой-то проект у тебя возникнет в голове, да? Но я думаю, Василий Климович обязательно тебе поможет реализовать его в жизни, ну или как минимум защитить его, да, на очередном знаковом мероприятии. Спасибо большое. Желаем вам прекрасного настроения и хорошего дня. Спасибо большое. Здорово, когда у нас в республике проходят подобные события мирового уровня. Ведь у наших ребят появляются такие уникальные возможности показать себя и узнать что-то новое. Находиться, так сказать, постоянно в мозговом штурме с другими ребятами. Между тем, наш головной мозг является руководителем над нашими эмоциями, мыслями, координирует работу всех органов и систем в целом. В качестве топлива организм использует продукты питания. Вещества, содержащиеся в продуктах, каждый день оказывают влияние на все функции организма, включая активность нашего мозга. Прием в пищу орехов – это отличная профилактика сердечных заболеваний и активатор эффективной работы нашего мозга. Они способствуют многократному улучшению познавательных способностей. И сегодня в нашей постоянной рубрике мы приготовим блюдо дня. Это будут рулетики с орехами. Доброе утро, Якутия. Меня зовут Дмитрий Лунев. Я шеф-повар ресторана «Тартуга». И сегодня мы продолжаем с вами сезон летних блюд. И мы приготовим с вами легкую закуску из огурца, творожного сыра и овощей. Для начала сделаем начинку для наших рулетов. Возьмем творожный сливочный сыр. Возьмем зеленые оливки. Оливки дадут пикантный, соленый, немного кислый вкус. Также добавляем
черные маслины, которые нам также придадут в начинке пикантности, оливкового вкуса. Также я буду использовать вяленые томаты. Можно использовать и свежие томаты, но у вяленых томатов более концентрированный, более кислый и пряный вкус. Вяленые томаты можно приготовить в домашних условиях. Нужно всего лишь разрезать их повдоль, немного присолить, посыпать орегано или черным перцем и поставить в духовой шкаф на температуру 80 градусов примерно на 5-6 часов, чтобы помидоры высохли. Добавляю орехи кешью. Орехи я предварительно обжарил, чтобы они раскрыли вкус. Вообще для этого блюда подойдут абсолютно любые орехи. Можно использовать грецкие, кедровые, миндаль, любые орехи. Соединяем наши овощи с орехами, с сыром. Также нужно сбрызнуть лимоном. Немного соли, черного перца. И тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Осталось только засервировать наше блюдо из огурцов. Для этого я взял вот такие вот слайсы. Их можно сделать в домашних условиях обычной экономкой, которая используется для чистки моркови или картошки, любых других овощей. Творожная начинка. Стараемся ложить на край огурца, чтобы потом было проще завернуть огурец. И закручиваем огурцы. Наши рулеты из огурца готовы. Отличная летняя легкая закуска, которую можно сделать на скорую руку. И она будет отлично сочетаться с любыми напитками и будет украшением любого стола. Приятного аппетита! Правильная и полезная пища – это, конечно, залог отличного самочувствия и хорошего настроения. А вот здоровая спина – это залог здоровья всего организма в целом. Большинство из нас не задумываются о состоянии своего позвоночника, пока, конечно же, он не заболит. Все больше людей в возрасте до 30 лет жалуются на боли в спине, шее или пояснице. И это напрямую связано с сидячим образом жизни. Неважно, где именно вы сидите – в офисе, дома или в автомобиле, позвоночник страдает в любом случае. Несколько несложных упражнений с нашим инструктором помогут хоть немного, немножечко совсем, но разгрузить нашу спину. Берем. Сегодня я вам покажу комплекс упражнений, который поможет нашей пояснице. Первое упражнение – это наклоны вперед. Сегодня у нас нет опоры, поэтому мы оттягиваем наш тазобедренный сустав назад в наклоне. Раз, не глубоко, 2, 3, 4, 5. Переходим на следующее упражнение. Ставим ножку перед собой на пяточку и также отводим таз назад, тянем пяточку. Раз, 2, 3, 4, 5. Поменяли ногу. Раз, 2,
3, 4, 5. Обязательно ставим на пяточку. Следующее упражнение будет вот с помощью такого спортивного инвентаря валик. Если у вас нету дома валика, можно взять полотенце и свернуть его в тугой жгут. Валик мы распределили под поясницу или полотенчика наше, которое у вас есть. Берем нашу одну ногу и подтягиваем к груди. 10 повторений каждую ногу. 2, 3. Чувствуем, как тянется наша поясничка. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выдох. 10. Поменяли ногу. И раз. Выдох. Вдох поставили. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь также наши ножки согнуты, и мы 2 ноги подтягиваем к себе на счет 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Обратим внимание, что поднятие с валика надо сначала сбоку. Поднимаемся легко, это для вашей безопасности. Рабочая неделя прошла и новые мемы принесла. Время отложить все дела и поднять себе настроение. Сегодня мемы – это не просто смешные картинки из интернета. Их изучают лингвисты, историки, используют бренды и политики. Обычным людям мемы помогают поддерживать друг друга и быть на одной волне. Давайте узнаем, какие же мемы сегодня популярны. Здравствуйте, можете сказать ваш любимый мем? Здравствуйте. Мой любимый мем – это когда якуты в любой непонятной ситуации алгастах аладжи. Да. Толик, это подъезд. Толик, это подъезд. Мой любимый мем – это Доги. Доги, ну собака, есть же Сибаину. уже сырды болды, да. Аябан, жестко, утуял бы пунды. Но если говорить в целом, то по своей структуре мемы похожи на анекдоты. У них не определяется авторство, и теми или другими людьми они делятся вообще для того, чтобы почувствовать общность или чтобы проверить, схожи ли у вас с собеседником юмор и культурный бэкграунд. А вот что точно объединяет всех и всегда, так это искусство. Сближение народов через искусство является зачастую тем самым мостиком, который связывает поколения и страны. В нашей постоянной рубрике сегодня мы расскажем о творчестве Михаила Старостина, а поможет нам в этом совершенно юный, но уже настолько интересный экскурсовод. Я очень люблю ходить с мамой и бабушкой в Национальный художественный музей. И сегодня я вам расскажу, почему мне хочется приходить сюда вновь и вновь. Недавно я была на выставке «Арктика как искусство». Я открыл для себя творчество якутского художника Михаила Старостина. Он рисует волшебную страну, в которой живут смелые и добрые люди. Они не боятся холода. Они готовы преодолевать любые трудности. Всегда придут на помощь.
У северного человека такая богатая фантазия. Посмотрите, на картине с неба вместо дождя и снега посыпались золотые и зеленые яблочки. И человек от радости начинает танцевать. Его душа открыта всему прекрасному. Он никогда не сидит на месте, он всегда в пути. Он живет в удивительном и прекрасном мире. Посмотрите, он радуется, как ребенок, и пускает мыльные пузыри, превращая голубое пространство холста в безбрежный океан. Летят невесомые прозрачные шарики, наполняя радостью и весельем сердца людей. А вы знаете, что означает слово «Арктика»? «Арктос» в переводе с греческого языка означает «медведь». Мы с вами живем под созвездием Большой Медведицы. Смотрит черными бусинками в глаз белый медвежонок. В руках он держит букет цветов. Цвета букета – белый, синий, красный. Повторяют триколор российского флага. Через яркие краски голубого неба, белоснежных гор и равнин, пушистых облаков художник показывает любовь к родине. Ребята, приходите в музей, я точно знаю, здесь интересно. После такой познавательной экскурсии сразу захотелось в музей побывать. А ведь это отличная идея для семейного выхода в свет. Посещение музеев помогает семье расширить кругозор, приобщиться к музейной культуре, усвоить правила поведения и научиться понимать образный язык предметов. Ну а если вдруг вы выберете уединенный отдых на даче, например, с чашечкой чая, то не забудьте взять свежий номер газеты «Якутия». Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных материалах в свежем номере главной газеты республики. Игры Манчары прошли. Самое время обсудить, какими они были, кто отметился на Спартакиаде 2025 года и что ее связывает с играми Дыгына, и почему из года в год на соревнованиях лидируют одни и те же районы Якутии. А еще в рубрике «Спорт» эксклюзивное интервью чемпиона игр по масс-рестлингу Тимура Корякина. 3 единомышленника, немного везения и масса упорства. Таков рецепт успеха якутян, сумевших создать мобильную игру, уже принесшей им миллионы рублей. Как ее смогли сделать 3 начинающих разработчиков, что им помогло, а что едва не помешало. Читайте в нашем материале Game Flower. Первую сваю в ее фундамент забили еще в 2019 году. А сегодня на этом огромном производстве готовы выпускать суда длиной до 120 метров. Что еще могут производить на Жатайской судоверфи, сколько судов в год планируют строить на этом предприятии и насколько уникальное оборудование действует в его цехах, читайте в нашем репортаже из нового производственного кластера в поселке Речников. Вы когда-нибудь снимались в кино, а бывали на съемочной площадке первого якутского блокбастера? Читайте наш спецрепортаж, и вы узнаете, кто чаще всего становится статистом массовых сцен, какой актер исполнил роль супергероя в фантастическом фильме «Цаа Ботур» и кто стал главным его протагонистом. А еще в нашем выпуске вы узнаете правила здорового питания, вас ждут, как всегда, занимательный сканворд, гороскоп на неделю и подборка самых свежих анекдотов. Будьте в курсе событий, читайте газету «Якутия». Хорошего вам дня! Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Строительство Ленского моста обсудили министр транспорта России и глава Якутии. В Москве состоялась рабочая встреча нового министра транспорта России Андрея Никитина с главой Якутии. Главной темой стало строительство моста через Лену в районе Якутска. На сегодня на 93% готов первый из 3 кофердамов, который будет установлен в русле Лены у правого берега. В ближайшее время на правом берегу реки возобновится устройство бурно-набивных свай под 19 опор моста. Стоимость платного обучения в российских технических университетах выросла по сравнению с прошлым годом от 4 до 26% в связи с ростом затрат на обучение уровнем инфляции. Самым популярным направлением у абитуриентов остается IT, однако в некоторых вузах вырос интерес к инженерным специальностям. Замглавы Миноборнауки России Андрей Мельчук заявил, что стоимость обучения по программам высшего образования в России должно контролировать министерство. Сейчас повышение цен на образовательные услуги контролируют учредители вузов.
Ученики Хатасской школы осваивают навыки ручного сенокошения. Практические умения детям прививают руководители микрорайонов Наслега. Для того, чтобы работать было легче, необходимо отбить острое лезвие вертикально по 30 градусов. Удары должны быть аккуратными, не повреждая металл. Далее, не приседая, не наклоняясь, взмахивать косой и срезать траву. Еще рекомендуется косить рано утром, чтобы лезвие скользило по влажной траве, а сено не потеряло питательные свойства. Ручной сенокос укрепляет здоровье, внутренний дух, к тому же это экологично. Мы проявили инициативу, собрали ребят и обучаем к ручному труду, то есть это знакомство с косой, с ручной косой, с граблями. Вот ребята, мы сперва провели технику безопасности, работу с инструментами. Сейчас ребята пробуют на практике и осваивают ручной труд. Ну, отрадно видеть то, что ребятам очень нравится. Сейчас с таким настроением и настроем они взялись за работу. Якутский проект сельских пространств развития СИТИМ попал в список лучших общественных начинаний России. В Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной премии Агентства стратегических инициатив «Страну меняют люди». Премия проводится по поручению президента Российской Федерации, отмечает лидерские проекты, которые помогают прорывному достижению национальных целей развития. СИТИМ – это бесплатная площадка, где жители могут собираться, обсуждать насущные проблемы, проводить различные мероприятия, встречи, праздники, а главное – объединяться в сообщество. Проект запущен в 2020 году, и сегодня современные пространства работают уже в 6 населенных пунктах. Этот проект предполагает новое дыхание. Через эти пространства развития мы создавали сообщество развития, проекты развития. Люди довольны, люди еще хотят больше развития, гранты выигрывают, общаются, взаимодействуют с региональными, даже федеральными экспертами, к ним приезжают. В Якутске подвели итоги заседания Организационного комитета игр Манчары. В играх приняли участие около 7 тысяч человек. В соревнованиях по 11 национальным видам спорта приняли участие 1661 спортсмен. В рамках спартакиады установлено 9 новых рекордов. В общекомандном зачете победу одержала команда Мегино-Кангаласского улуса. Спортсмены этого района заняли первые места в масс-рестлинге, якутских прыжках, конных скачках и настольных играх. Следующие игры Манчары пройдут в Кангаласском улусе. В Татийском улусе работа велась по 19 направлениям. Задействовано очень много организованных групп и в сфере спорта, и в сфере культуры, в сфере размещения, в сфере организации питания, в сфере транспорта, медицины, обеспечения безопасности и так далее, и так далее. Итогом, конечно, получилась высокая организация игр Манчары. Об этом говорят и гости, и спортсмены, которые были там на играх Манчары. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Лето – это самое интенсивное время для пчеловодов и пчел. В это время пчелы работают на полную мощность, собирая нектар для производства меда. Пчеловоды в это время могут осуществлять ручейные разделения, контролировать роение и проводить профилактику заболеваний. Российских пчеловодов может ждать неурожайный год, считают в Союзе пчеловодов. Из-за сокращения на 20-25% поголовья пчел после неудачной зимовки, а также гибели растений-медоносов и снижения рентабельности бизнеса, объем производства продукции может сократиться. Как обстоят дела у пчеловодов в Бурятии, узнаем из материала наших коллег. Пчеловодов России может ждать неурожайный год. Причина – гибель насекомых и медоносных растений. Эксперты считают, что уменьшится и количество нектара. Как себя сейчас чувствует рынок Бурятии и насколько сложно разводить пчел в республике? Практика журналиста днем, официальный вид, микрофон и камера. Вечером же в руках дымарь, дресс-код уже защитный костюм и вместо спикеров 1000 пчел. Каждая такая рамка весит до 5 килограмм в сезон. И мне, чтобы одну семью пройти, мне надо каждую рамку, все 40, вплоть до первого, все просмотреть, чтобы избежать возможного побега моих пчел. Иногда бывают ситуации, когда мне приходится просто по улице в своем скафандре бежать за пчелами и ловить вот этот рой.
Илья – пчеловод с рождения, хозяйство досталось ему от дедушек. Оба держали полосатых у себя дома. Дело перешло сначала к отцу, теперь за насекомыми присматривает сам. Сейчас у него 2 пасеки. Одна в Тарбагатайском районе, вторая в Джидинском. Раньше я думал, что это мои главные враги, наверное, в детстве. Когда я был маленьким, я вот так вот к ним относился с опаской. Если она там тонет где-нибудь в бочке, я так смотрю и наблюдаю, думаю, ну вот, получила, да? Месть моя будет сладкая. А сейчас, наверное, это какие-то такие компаньоны. Ты относишься к ним как, наверное, как к друзьям уже. Это что-то больше, чем просто питомцы. Они довольно организованные, и с них можно брать пример. Если матка может жить 7-8 лет, то обычная пчела, у нее судьба-то незавидная. Она умирает буквально через 2-3 месяца, но не от старости, а от того, что у нее просто изнашиваются крылья. Она настолько безостановочно работает, тащит нектар, что в конце концов ее крылья, они просто перестают, они стираются и не могут выполнять свою функцию. И она просто уползает, чтобы своим другим сестрам не мешать. Что, все снимаешь? Там прям, ну реально, бидон. Ты прям обалдеешь сейчас. Этот мед, он уже отзимовал, отстоялся, он такой у меня весь зрелый. Поэтому он набирается спокойно обычной ложкой, а от той особого проку не будет. Как мороженое набирается. Перед зимой любой мед, в принципе, он естественный процесс, у него это процесс кристаллизации. Потому что жидкость на морозе, она не будет давать тепло, она будет только холодить. И пчелы, естественно, зимой они не смогут выжить. Знаешь, вкуснее меда я не ел. Я хоть и немного его ел, но прям за второй ложкой автоматом рука тянется. И насколько рынок именно Бурятии занят нашим медом? Наш мед, он, конечно, есть на прилавках, но много привозного меда. Ну, наверное, где-то 40/60. В основном, конечно, на прилавках можно встретить сахарный сироп, который дают под видом натурального меда. А вот алтайские, башкирские меда? Я думаю, что это бренд, как, знаете, баргойская баранина какая-нибудь. Да, там держат пчел, там довольно неплохой мед, чтобы вот одна у нас республика могла накормить всю страну медом качественным, натуральным. Это, наверное, байки Венского леса. Многие пчеловоды, они используют сахарный сироп, они дают его пчелам, пчелы его активно собирают, принимают и забивают ими соты. После чего, когда ты откачиваешь мед, ты откачиваешь как будто бы мед, но на самом деле собран он из обычного сахарного сиропа. И как таковой пользы он в себе не несет. Кратко, буквально 3 слова. Пчелы – это… Как говорил Исаак Ньютон, если исчезнут пчелы, то вся наша экосистема, она очень быстро придет в упадок. Пчелы – это смысл жизни. Александр Бутуханов, Батар Хаматов, телекомпания «Аригус». Ну а сейчас важная информация для каждого, кто любит нашу природу. Министерство экологии Якутии обращается ко всем жителям. Если вы вдруг видите, что природу губят, например, кто-то устроил свалку в лесу, либо сливает грязь в речку, или рубит лес там, где нельзя, вам под силу это остановить. Спросите как? Очень просто. Вот что нужно сделать. Первое. Необходимо снять нарушение на телефон. Фото или видео – это главное доказательство. Покажите, что именно происходит и где. Второе. Запомните точное место, где это случилось. Лес, река, дорога. Если можете, то запишите адрес или координаты на телефоне. Третье. Отправьте жалобу. Выберите, как вам удобнее это сделать. Например, написать на официальный сайт Минэкологии Якутии или отправить письмо на электронную почту. Или, возможно, отправить жалобу на телеграм-канал. Всю важную информацию вы можете еще раз посмотреть в сообществе Минэкологии, перейдя по QR-коду, который вы видите прямо сейчас на экране. То есть отсканируйте QR-код и добавьтесь в их телеграм-канал. Ну а далее давайте беречь природу вместе. Ну а мы движемся далее и продолжая летнюю тему. Лето у нас в разгаре в самом, и многие из нас рвутся на природу. Ну, кто-то в лес за ягодами или грибами, кто-то на речку или озеро, а возможно, кто-то из нас собрался в поход или просто на пикник. Но, к сожалению, каждый сезон спасатели фиксируют случаи, когда такой отдых оборачивается бедой. Люди теряются, либо получают травмы. Как сделать отдых на природе безопасным? Что положить в рюкзак обязательно, даже если идешь ненадолго? Как вести себя, если все-таки ты заблудился? Ну и как уберечь, самое главное, наших детей у воды? Сегодня на эти все вопросы нам ответит Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы МЧС России по Республике Саха-Якутия. Вот она уж точно знает все ответы. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, давайте начнем с самого важного, с подготовки. Но вот все-таки собираемся в лес, ну, неважно, по грибы да по ягоды. Что нужно взять с собой и вообще самое главное, что положить в рюкзачок? В первую очередь, сейчас у нас на территории республики достаточно сложная обстановка по дождевому паводку в северных районах. Также у нас повышаются классы пожарной опасности по лесопожарной обстановке. На территории республики введен особый противопожарный режим. Соответственно, мы рекомендуем гражданам вообще в принципе воздержаться от выезда на природу, на лесной массив и в соответствии с паводком, естественно, на водную акваторию. Да? Тем не менее, то есть, мы надеемся, что в ближайшее время мы стабилизируем, конечно, обстановку. Дальше жители нашей республики смогут радоваться природе. В первую очередь, что нужно сделать, чтобы поехать на природу? Это, естественно, уведомить своих близких и родственников. Куда вы направляетесь, маршрут, сколько вы там будете находиться. Если это просто сбор грибов, ягодов, не туристический, да, то есть вы уведомили, взяли с собой необходимый запас воды, продуктов, телефон, фонарик, медикаменты, если есть необходимость, да, особенно у кого есть хронические заболевания. И также, если у вас дальний маршрут, то сейчас есть огромное количество радиостанций на малое расстояние. Если вы едете компанией, то нужно с собой взять, потому что сеть не везде работает. Да, до 112 вы можете дозвониться. У нас с этого года практически 92% покрытия на территории всей республики, даже если нет сети, до 112 любой гражданин сможет дозвониться. Вот это необходимо на этом, да, акцентировать внимание. Дорогие телезрители, вот как сказала нам Ксения, внимание, если у вас нет сотовой связи, то есть у вас нет LTE, там 3G, но, несмотря на это, до 112 вы все равно можете дозвониться, да? Поэтому вот этот момент о том, что возьми телефон и все будет более-менее хорошо, то он, в принципе, есть, да? Да, конечно. Сотовый телефон необходимо брать с собой с полной зарядкой, естественно, да? Да, и с собой лучше взять, конечно, пауэрбанк, чтобы дополнительно зарядить телефон. Самое главное, конечно, когда вы передвигаетесь в лесу, это нужно себе создать ориентиры. Это дорога, это пролесок, это маршрут, звуки особенно, то есть пролетающий самолет, например, проезжая часть. Многие, кто выезжает на автомобилях, да, это, соответственно, сигнал автомобиля, создать себе ориентиры. И далеко не отходить. Каждые 10-15 минут, если вы в компании находитесь, нужно подавать сигнал, голос. То есть можете голосом кричать. Ау. Ау, да. Самое главное, если кто помнит, нужно ручки вот так подставлять, чтобы расстояние голоса было, да. Или же взять с собой свисток. Как минимум. К рюкзачку привяжи ты свисток, да. Уже, да? Хорошо, может быть, поможет и спасет жизни, да? Нужно ли разводить костер, если вдруг вы потерялись, да? И вообще, когда это может помочь, а когда это может навредить? В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом действия граждан, совершенные из необходимости, не влекут за собой ответственности. Соответственно, если вы потерялись, если угрожает, естественно, вашей жизни, здоровью, да, то есть вы уже который час не можете выйти из леса. У нас были такие случаи. Мы действительно нашли однажды мужчину в одном из районов Якутии по средствам космомониторинга по термоточкам. То есть он разжигал маленькие костерки, чтобы к нему прилетели спасатели. Такой случай у нас в республике есть. То есть, соответственно, это можно. Но нужно помнить, что, разжигая огонь в случае необходимости, нужно за ним следить. Естественно. Да, то есть не отходить от этого места. То есть вы разожгли в одной точке. Мы это увидим со спутника. Да, спутник у нас пролетает несколько раз в сутки. То есть, но мы в любом случае термоточку мы увидим. И от этого места не нужно отходить, не нужно его распространять и дальше передвигаться. То есть спасатели выходят грядкой, то есть это несколько человек, которые прочесывают одно расстояние. То есть в лучшем случае где-то в одном ореоле сделать несколько точек, дабы его точно увидели. Но бежать по лесу и везде оставлять за собой след нежелательно, да? Нет, конечно. Ну что же делать, если вдруг потерялся ребенок, особенно родителям? Потому что охватывает паника, и вот здесь начинается совершенно что-то невероятное, потому что
хочется и туда подать заявление, да, и тут, и самой бежать. Вот что нужно делать родителям в этом случае? Паника, в первую очередь, это наш самый главный враг вообще в любой ситуации. Поэтому нужно всегда успокоиться. Детская психология такова, то, что ребенок может воспринимать это в игровой форме. То есть родитель может его звать, а ребенок может сидеть где-то в кустах и смеяться, да, над этим, потому что, ну, у ребенка это игра. То есть психология детей. Соответственно, нужно в первую очередь пройти все пространство, посмотреть в маленьких закутках, в кустах, за бугорками, еще где-то, да. То есть периодически подавать сигнал. Не агрессивно, не нервничая, потому что ребенок это чувствует в первую очередь. Потому что он сначала может быть в игровой форме, да, а потом испугаться, да, что мама, папа наругают. Поэтому ни в коем случае не нужно паниковать, нервничать, злиться и агрессировать. Спокойно звать ребенка, прочесать местность. Если в течение получаса, то есть ваших поисков, вы не обнаружили своего ребенка, нужно позвонить, естественно, на 112 ближайших родственников, знакомых, местное население, да, где вы находитесь отдыхать. Нужно вызвонить в лес и начать уже его прочесывать. Потому что первые 3 суток это самое главное. Да. Ксения, но у нас осталось буквально пару минут, да, давайте поговорим про такую очень актуальную тему, как купание, да. Какие самые опасные места на водоемах нашего региона и где купаться категорически запрещено? К сожалению, у нас в республике очень мало разрешенных мест, да, для купания. Если мы говорим о городе Якутске, то у нас допущен к эксплуатации населением это только городской пляж, то есть все остальные места отдыха не соответствуют требованиям безопасности. Граждане, выезжающие на природу, они должны помнить о том, что дно может засасывать, могут быть коряги, ни в коем случае нельзя нырять, нельзя активно баловаться, да, скажем так, плескаться в этой воде, смотреть за течением, потому что река у нас быстрая, вот, и это представляет опасность. Ксения, спасибо большое за такую полезную информацию. Я думаю, многие наши телезрители прислушаются к вашим советам и напутствиям. И, конечно, о своей безопасности необходимо беспокоиться самому себе. Хорошего вам дня и прекрасного настроения. Ну, дорогие друзья, таким было утро пятницы. Мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч. Уже в понедельник в 7:00 наша команда вновь скажет вам доброе утро. Ну а впереди хорошие выходные. Всего вам самого наилучшего. Не забываем о том, что у нас есть активный телеграм-канал. Пишите, отправляйте видео, задавайте вопросы. Мы всегда будем рады обратной связи. Всем доброго утра.